У меня вот такой вопрос по поводу, может быть, не к адресу, но по поводу письменности ингушской. Если как бы претендуем на такую цивилизацию, на большую, если знаем, из других цивилизаций, у них у всех были свои письменности. Что с нашей письменностью? Была ли она и что произошло с ней? Именно оригинальная ингушская письменность. В свое время Федор Гарипекин, Фома Гарипекин, по-разному пишет свое имя, в 1918 году написал статью. И кажется, он ее даже публиковал, то ли в Терских ведомостях. В ней он доказывает, что у ингушей была письменность. Он нашел эти знаки письменности в Салгинском ущелье, на кувшинах. До него был такой Вертепов, он нашел такие знаки, и он эти знаки соединил и сравнил их со знаками письменности на скалах в Индии. В Индии на скалах есть надписи. И он показал, что, по-моему, если я не ошибаюсь, 18 знаков, найденных им в горах Ингушетии, точно совпадает с 18 знаками той письменности. Там намного больше знаков, но 18 знаков точно совпадает. Ну, например, если написать там имя Беслан, там не будет буквы Ф. А вот если где-то алфавит будет, то значит там Б, С, Л найдутся. И вот так он сопоставил, а эти буквы один зеркально совпадают с буквами, которые имеются в этой письменности. На этом основании он тогда заявил, что ингушская письменность древняя пришла оттуда. Откуда-то из областей ближе к Китаю, вот к тем областям. Оттуда же она пошла в Индию, предполагал. И затем они эту письменность сами оставили, а от нее армяне и грузины развили свои письменности. Это его концепция, Гарипекина, не мои концепции, его концепция. На храме Трабайны были знаки письменности, которые считают, что грузинские надписи. А на самом деле ничего общего с грузинской письменностью эти знаки не имеют. Они отдаленное сходство имеют некоторые знаки, а так они не совпадают. У ингушей была письменность, но эта письменность была сакральная. Например, если мы возьмем древнюю шумерскую письменность, она не имела такого масштабного распространения, как сегодня письменность. В большей степени ей пользовалась знать и пользовались жрецы. То же самое было в Древнем Египте. Весь Египет повально не владел иероглифической письменностью. И вот то, чем владели наши жрецы, письменность, она исчезла. Ее разграбили, ее разворовали, ее растащили, ее уничтожили. Да. Вот Муса напоминает, что в Каланчевском ущелье была так называемая Алпилон, гора, на которой были изображены знаки письменности. И ее сталинская артиллерия буквально расстреляла и превратила в щебенку, чтобы уничтожить знаки письменности. Более того, все памятники, которые носили знаки у нас, их собирали, перемалывали щебенкой и уничтожали после нашего населения. То есть тотально ликвидировали все знаки письменности. Те книги, которые нашли в храмах Трабай-Ерды, там, Магал-Ерды, Галь-Ерды, эти все так жейни называли. Да. И просто унесли. Я при этом установил, что в индийских источниках, древнейшим понятием книги было жей. Мы сегодня перенесли это в систему ислама и говорим, что жей это комментарий к исламу. Жей. Да, ну книги это буквально. А древнейшие понятия в индийской культуре только джей. Джей, так произносилось древнейшее понятие книги. Письменность была, книги были, но они не имели такого распространения. Это вот как если сегодня сказать, богословы знали бы там арабскую письменность, а народ бы ее не знал. Она так была. То же самое в России. Первоначально не все были грамотные. Русской письменностью владела только какая-то прослойка. И именно после революции начался процесс всеобщего образования, всеобщей грамотности. В древние времена народы не бывали поголовно грамотны, а только какая-то часть. Да, элита обладала таким правом. Вот так у нас пропала письменность, она без сомнений была у нас.